Привет, друзья, уважаемые подписчики АРУ-ТВ и простые, но очень дорогие нам зрители. Меня зовут Артемий Троицкий, известен также как дядя Тёма, старец Артемий, дед Артём. Ну а сегодня, как нетрудно заметить, я скорее выступаю в амплуа Деда Мороза. Коллеги по нашему маленькому дружному коллективу АРУ-ТВ предложили, помимо обычных поздравлений, которые последуют далее, поделиться какими-нибудь памятными историями о Новом Годе и о том, как его можно было когда-то встречать. Ну вот я напряг память и вспомнил один такой год. Новый 1976 год, то есть с 75 по 76. Был я тогда простым советским студентом, было мне 20 лет. Как раз в том году, в 75-м, я счастливо откосил от армии. И влюбился я незадолго до Нового года, влюбился я в одну девушку. Она точно так же, как я, была хиппи, слушала Кинг Кримсон, какую-то немецкую космическую электронную музыку и так далее. Возвышенная была девушка, у нас с ней очень совпадали вкусы, ну и внешне она мне тоже очень нравилась. И вот мы с ней решили на Новый год вдвоем поехать в Эстонию. Почему в Эстонию? Ну, во-первых, я любил Эстонию. У меня там у дедушки, бабушки была дача, которую я каждое лето посещал. Друзья там всякие, латинский алфавит. Но это была не единственная причина. Вторая причина заключалась в том, что нравы в Эстонии были чуточку более вольные, чем в остальном Советском Союзе. И в частности, в гостиницу в один номер можно было заселяться нерасписанным, то есть не состоящим в браке людям. В СССР вообще тогда действовало такое строгое правило, что мужчину и женщину в гостиницу в один номер, если они не состоят в законном браке, селить нельзя. Будьте любезны. Вот одна комната, вот другая комната, и там скучная односпальная узкая кроватка, вот, и никакого разврата. А в Эстонии, в общем-то, на это смотрели сквозь пальцы, и можно было спокойно нерасписанным ребятам поселяться в одном номере и спать на двойной king size или queen size bed. Ну вот, это, в общем-то, нас тоже вдохновило в плане того, почему именно Эстония. Двинул я за билетами на Ленинградский вокзал, и тут меня ждало некоторое разочарование, потому что Таллин вообще всегда был очень популярным маршрутом во всякие рождественские и новогодние праздники, в том числе и в Советском Союзе. И, в общем, короче говоря, на 29-30 декабря билетов не было уже вообще абсолютно. А билеты нам нужны были на один довольно экзотический поезд номер 68. Москва-Таллин, но он шел через Тарту, потому что пунктом назначения был маленький горный эстонский курортик лыжный под названием Отепя. Короче говоря, билеты оказались только на 31 декабря. То есть прямо на Новый год. Ну, в общем, делать ничего не оставалось. Купил я 2 билета. Сообщение Москва-Тарту. И Новый год, соответственно, мы встречали в вагоне-ресторане. Поезд был почти пустой. Вагон-ресторан тоже был почти пустой. Очень холодный, как я сейчас помню. Но мы, естественно, заказали шампанское. И потом, что еще там было в больших количествах, это настоящий португальский портвейн. То есть тогда, по-видимому, то ли в обмен на нефть, то ли еще по каким-то причинам в Советский Союз поступила огромная партия португальского вкуснейшего портвейна. Стоил он очень дешево, и, в общем-то, вот такие пузатые бутылочки, это было очень здорово. Короче, обставились мы шампанским и португальским портвейном, ну и прибился к нам еще один парень.
Вот, мы его заприметили, потому что он был тоже волосатый, такого вполне хипового вида. Мы с ним познакомились. Звали его Миша. Выяснилось, что он актер из детского оперного театра Натальи Сац. Это был такой ужасный театр, то есть он, по-моему, и сейчас есть до сих пор. Там была такая начальница Наталья Сац. Вот. Этот Миша, он там, значит, был, естественно, не на первых ролях, как он сказал. Играл он там в основном или каких-то зверушек, или какие-то деревья, растения и так далее. Подпевал в хоре и так далее. Но основное у него было занятие такое как бы неформальное. Он еще служил певчим в православных храмах. И кличка у него тоже была Певчий, Миша Певчий. Короче говоря, вот втроем с Мишей Певчим мы встретили этот самый Новый год. Ну, а потом, соответственно, значит, оттепель, снег, сауна, все дела. Все было очень здорово. Более того, на этой самой девушке я женился. В 1976 году я женился на этой самой девушке по имени Лена. И произошла там довольно забавная история. Я не знал вообще, кто ее родители. Ну, хиппи и хиппи, в общем, тусовались мы, естественно, не подключая к этому старшее поколение. А когда уже отношения переросли в какую-то более серьезную стадию, она меня решила познакомить со своей роднёй. И тут-то, как говорится в одном советском стихотворении, тут и сел старик. Казалось, что папа у нее адмирал, а дедушка у нее ни много ни мало не то заместитель Косыгина, не то помощник Косыгина. В общем, абсолютно номенклатурная семья, которая отоваривалась всяким дефицитом в спецраспределителе на улице Серафимовича. В общем, угодил я. Угодил я, надо сказать, в самое политбюро. Вот. Но долго брак с этой девушкой у нас не продлился. И уже в 1977 году мы с ней развелись. Что было с девушкой дальше, мне сказать трудно. Думаю, она была человеком трудной судьбы. Не уверен, что до сих пор жива. Вот. Но память об этом Новом годе осталась. В первую очередь я желаю вам, чтобы и вы интересно, весело, оригинально встретили этот самый новый 23-й год. И чтобы... Теперь же переходим к основным пожеланиям. Вот, и чтобы он принес нам всем сбычу мечты, да? Ну, то есть, чтобы мечты сбывались. Ну, одна мечта – это чтобы вот костлявые лапки, вот вроде этих, да, что держит этот винтажный бокал, вот чтобы эти костлявые лапки забрали одного гнусного типа, даже двух гнусных типов. Одного плешивого, второго усатого. Чтобы духу их больше на нашей прекрасной веселой планете не было. Ну и, разумеется, чтобы год этот был мирным, чтобы закончилась война, чтобы прекратили гибнуть люди, особенно люди мирные, невинные, молодые и старые, чтобы в Украине началось восстановление всего, причем быстрое, стремительное, чтобы весь мир Украине помог. В этом на самом деле сомнений особых нет, чтобы прошло это как можно скорее. И последнее мое пожелание касается уже России. Тут нет у меня такой большой уверенности в том, что все случится. По поводу Украины я, кстати говоря, не сомневаюсь в самом благополучном и прекрасном исходе. Насчет России сказать трудно, но опять же очень хотелось бы, чтобы Российская Федерация, останется она или не останется, но главное, чтобы люди там зажили, опять же, мирно, счастливо, и чтобы они серьезно задумались над тем вообще, каких ужасов они в последнее время натворили. Это очень важно, потому что, как сказал не далее, как несколько дней тому назад в Вашингтоне президент Зеленский, пока русские люди не победят у себя в голове Кремль, в общем-то, счастья России не будет. Так вот, и за украинскую перемогу, и за русскую ментальную
победу. И чтобы они сдохли. Ура!